Вы знаете, что делать во время пожара? А какие самые главные правила пожарной безопасности? Чем же опасен огонь? Об этом школьники узнают на спектакле, который проходит в самой настоящей пожарной части. Руками ничего не трогаем, договорились? Гора новостей в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей города Уфы. Центр часто проводит детские конкурсы поделок. Ребята своими руками делают модели горящего самолета и железной дороги, где произошла авария. Обратите внимание, какой защитный костюм соорудили школьники. Но только он вам не поможет при пожаре. В первую очередь на помощь к вам придут знания о противопожарной безопасности. Посмотрите, какой смешной огнетушитель. Главное, с настоящим не спутать. Как нам выйти из горящей квартиры? Или как нам позвать на помощь, чтобы нас спасли? А вы знаете, почему у нас в Уфе нет Кремля? Да потому что изначально он был деревянный, но потом сгорел. Ребятам показали макет этого сооружения. Посмотрите, как он пылает. В шлемах, которые больше похожи на атрибуты маскарада, раньше спасали людей. В этом зале можно увидеть то, как тушили пожары, когда не было машин. Спасатель запрягал лошадей, набирал воду в бочки и спешил на место происшествия. Как думаете, много ли можно было потушить таким приспособлением? Здесь проводят экскурсии для младших классов. Им предстоит пройти 5 залов музея, где одновременно рассказывают про экспонаты нескольким классам. Я спичка, 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 я ростом невеличка, но если только захочу, весь дом огнем я охвачу. Для ребят подготовили познавательный спектакль на тему противопожарной безопасности. На примере забавных персонажей и того, как они играют со спичками, показали, что нужно делать во время пожара, чем может закончиться игра, и объясняют правила пожарной безопасности. Кстати, куклами управляют не профессиональные артисты, а реальные работники пожарной службы. Что вы подчеркнули полезного из этого спектакля? То, что детям нельзя прятаться, если при пожаре. Ребята, а как вы сами с огнем обращаетесь? Я очень осторожна, я со спичками не играю. Я очень осторожно делаю, когда мы уже шашлык сделали, там мы уже водой потушили. Ребятам представляют для посещения еще целых 3 зала, где выстроены действующие макеты 20-этажного дома, школы, торговых комплексов. И на самом деле это очень важно. Вы, наверное, замечали, на входе любого здания висят планы пожарной эвакуации, чтобы в случае происшествия спасатели ознакомились со зданием и быстро эвакуировали всех людей. Что нужно делать, чтобы не произошло пожара? Не играться спичками, не играться с газом. Тушить костер в лесу после какого-то пикника или, отдыха. Завершается экскурсия знакомством ребят с макетами спасательных машин разных времен. Представляете, существуют пожарные танки и теплоходы. Посмотрите на эти предметы. Телевизор, газовая плита, утюг. Это все виновники возгорания. Растрепанная кукла с одной ногой, сгоревшие книги и радио напоминают нам о том, что спички детям не игрушки. Огонь – это неуправляемая стихия, опасная для жизни. Давайте помнить и соблюдать правила пожарной безопасности. Самира Габидуллина, Александр Бекбаев, специально для Горы новостей.